Всем доброе утро. Здравствуйте, уважаемые слушатели вебинара. Сегодня мы пообщаемся на актуальную тему. Для начала хочу представиться. Меня зовут Кабалов Петр Александрович. Я психолог регионального центра информационной безопасности детей и молодежи. Поэтому сегодня тема нашего вебинара «Как уберечь детей, в том числе и с ОВЗ и инвалидностью, от опасности в интернете». Ни для кого не секрет, что интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни. Мы уже не можем представить жизни без него, и когда бывают перебои с ним, мы уже чувствуем себя неловко и дискомфортно. Да, это мы, взрослые люди, так себя чувствуем. А представьте, как чувствуют себя при этом дети, какую опасность они не видят, какую опасность стоит для себя, для них огромная сеть, безграничная, и какие иногда, да даже иногда нехорошие люди сидят по ту сторону экрана и монитора. Сегодня мы попробуем с этим разобраться, и тема у нас сегодня достаточно тонкая, сложная, поэтому свое вещание, свою трансляцию, свою тему разбил на два блока, извините. В первом блоке мы поговорим в общих чертах об опасности для детей в сети интернет, а во втором блоке мы поговорим о психолого-педагогических особенностях детей с уникальным развитием и как они цепляются и попадают в сети и в зависимость от интернета. Поэтому предлагаю потихонечку начать и потихонечку начнем разбираться. Ну что же, угрозы в сети интернет. Очень часто мы слышим фразу, что ну что такого в интернете? Ну есть и есть, ну и ладно, это же неотъемлемая часть. А вот нет, давайте потихонечку будем разбираться, что же тут таится опасного и прочего-прочего. Во-первых, в интернете существуют различные тематические группы, которые связаны с определенным контентом, который транслируют нашим детям. И не всегда взрослые могут понять и различить, опасна эта группа или контент, или же это что-то баловство у детей. Итак, на слайде представлены угрозы основные. Это пропаганда самоповреждающего и суицидального поведения. Не всегда эти группы в интернете представлены прям призывом к суициду или призывом к каким-то действиям самоповреждения и так далее. Иногда эти группы скрываются за милыми шутками, за такой темой, что мы помогаем вам, давайте поговорим об этом. Но на самом деле это все транслируется, и дети уже видят, что так можно себя вести, и поэтому могут неадекватно, да, прикрепляться к этой информации и ее воспринимать. Это и различные группы, это различные сайты, это мы не говорим про уже группы смерти, которые, как многие думают, что синий кит закончился. На самом деле они просто эволюционировали и поменяли направление. Очень много групп имеют уже субкультурные какие-то базовые основы. То есть эти группы в виде суицидального поведения, они превратились уже в субкультуры. То есть это уже определенная форма и норма поведения для детей и подростков. Следующая пропаганда употребления никотинсодержащей продукции, алкоголя, наркотиков. Та же самая история. Не всегда это выглядит напрямую угрожающе, что приходите, давайте употреблять и давайте будем нюхать, пить, курить и так далее. Иногда это то же самое скрывается за милыми шутками, за милыми мемами, за различными формами картинок, но некоторые, конечно же, группы социальных сетей и сайты непосредственно имеют контент, видео, аудио и текстовую информацию в виде употребления наркотических средств, алкоголя и никотинсодержащей продукции. Также можно обнаружить и людей, которые транслируют свое социальное поведение, тем самым навязывая подросткам или детям свое поведение, которое они считают нормой.
Пропаганда экстремизма, национализма и терроризма. Ну, здесь уже вопрос силовых структур, но все же происходит сначала пропаганда, затем вовлекаются в различные группы и привлекаются дети уже конкретной преступной деятельности. Не всегда дети понимают, что это плохо, потому что нормы правового поведения не всегда развиты. И детям это иногда кажется весело, что-то необычное и так далее. А затем это превращается в уголовную ответственность. Потом все сидят, плачут, а мы не знали, почему же так произошло. Пропаганда сексуальных извращений. Та же самая история. Очень часто можно встретить в виде шуток, но и также встречаются непосредственно группы или сайты, пропагандирующие отклонения от семейных ценностей, от взаимоотношений между людьми, разрушение института семейных отношений. То есть предлагаются альтернативные формы поведения и выдаются за норму. Пропаганда социального поведения направлена на разрушение морально-нравственных ценностей. Предлагают не жить по нормам, предлагают отвергать эту норму, ведь новое поколение, новые какие-то нормы, и нужно менять мир. Ну, проблема отцов и детей и всем нам известного героя Базарова, она, конечно же, будет всегда. Всегда новое поколение не будет воспринимать нормы старого поколения, но их, конечно же, поведение базируется на каких-то успехах, исследованиях, знаниях предыдущего поколения. И получается, отвергая определенные нормы и определенную базу, дети и подростки теряют опору для дальнейших своих действий. Ну и киберпреступность. Здесь, конечно же, более уже связано с преступностью непосредственной, то есть это вымогательство, это похищение данных, это похищение какой-то личной информации с целью вымогательства и так далее. Иногда по глупости выкладывают какую-то личную информацию, видео с каким-то содержанием, и потом, хоп, на email, на мессенджеры или в социальные сети приходит письмо: «Здравствуйте, мы вот видели вас в интернете, хотим за это определенную сумму денежек». Вот. И происходят опять слезы, мы не знали, что же с этим делать. Поэтому обратите внимание на угрозы, которые могут преследовать не только, кстати, детей и подростков. Некоторые взрослые тоже подвергаются манипуляциям в интернете, поэтому будьте, пожалуйста, бдительны. Почему ребенок интересуется именно негативом в сети? Представьте себе, ребенок видит вокруг только негатив, у него вокруг очень серая, темная, черная атмосфера, и ребенок больше и не знает, что может быть что-то хорошее, доброе, светлое, и он видит все это вокруг. Естественно, какие у него точки опоры будут в интернете? Естественно, только негативные. То есть он больше и не видел ничего в жизни-то доброго, светлого и ясного. Поэтому и в интернете он ищет достаточно негативные точки опоры. Ну и плюс не забывайте, что запретный плод всегда сладок. Все, что запрещается, это значит интересно. А, как правило, у нас запрещаются достаточно негативные формы поведения, и поэтому это у нас начинает привлекать наших детей и подростков. Плюс ребенок ничем не занят, то есть он занят сам собой, родители не обращают внимания, чем он занимается в свободное время, не анализируют его времяпрепровождение и его время в течение суток, и чем он занимается. Невнимание родителей. Родители ушли на работу, чем-то заняты, делами, и ребенок ощущает себя одиноким. Он сидит, думает, что мама, папа его не любят, больше с ним никто не общается, а тут появляется заманчивая штука интернет с социальными сетями. И дети находят себе собеседников,
людей, с которыми можно поговорить, но не всегда с той стороны сидят люди с добрыми намерениями. И поэтому у нас ребенок фиксируется на определенных формах поведения, которые транслирует какой-нибудь дядя или тетя с другой стороны экрана. Ну, плюс еще не забывайте, в подростковом возрасте авторитетом всегда становится человек со стороны, то есть не мама, не папа, не какие-то выдающиеся люди, а какой-то человек со стороны. И поэтому они очень успешно фиксируются на его поведении, чем и пользуются очень часто в различных группах деструктивной направленности. Очень часто и зачастую родители не контролируют, скажем так, потребление гаджетов своими детьми, и дети в телефонах сидят сутками. Никто не знает, что там находится в их гаджетах, какие программы, на какие сайты он заходит. То есть ограничения нет. Ну, посадили ребенка за телефон, посадили за компьютер, и слава богу, сидит тихо, все здорово, никому не мешает. Также нет информации, что может человек столкнуться в интернете с негативом. То есть не всегда люди понимают, что это замануха в определенные группы деструктива. То есть, ну, смотрим определенные мультики, ну, смотрим определенные паблики, ну, смотрим определенные сайты, ну, что такого? Ну, посмеялись, ну, пошутили. А затем возникает фиксация. И не всегда родители, а уж дети тем более, знают, как, куда заходить, какими пользоваться сайтами, какими программами для безопасности пользоваться. Плюс дети, опять же, когда ощущают себя одинокими, естественно, он не будет обсуждать, что с ним происходит с родителями. Он не будет ничего говорить, что ему там или ей пишет какой-то дядя с какими-то намерениями, что ему предлагают работу высокооплачиваемую и так далее. Поэтому ребенок начинает чем-то заниматься, родители не знают об этом, и ребенок начинает вовлекаться в деструктивное поведение. Отсутствие морально-нравственных принципов. Не всегда у нас сформированы моральные ценности, нравственные и нормы правового поведения. То есть взрослые люди не всегда знают ответственность за определенные действия, а уж дети и подростки и подавно. И поэтому не сформированы определенные модели поведения в определенных ситуациях. То есть происходит что-то в сети интернет, ребенка что-то там пишут ребенку, ребенка травят в сети. А ребенок, конечно же, не реагирует на это, потому что он не знает, что делать в этом случае. Возможно, он стесняется этого, возможно, он боится, что на него наругаются и так далее. Ну и плюс ощущение анонимности в сети. Большая часть населения почему-то с уверенностью думает о том, что, заходя в соцсети, в интернет, другие какие-то сайты или мессенджеры, они находятся в полной безопасности, и о них никто не знает. Поверьте, все знают. Есть даже специальные программы, которые считывают посещения по определенным сайтам. И можно спрятаться за аватарку, можно поставить чужую фотографию и думать, что нас никто не видит и не знает. Но на самом деле все наши действия, следы, то есть определенные посещения, лайки, конечно же, это все наблюдается и можно увидеть. Как предотвратить вовлечение? Ну, говорили 500 раз, понятно же, что нужно занять полезным досугом. К сожалению, не всегда это получается, или родители не умеют это сделать. То есть не всегда у нас может осуществляться это. Мы сейчас можем бесконечно говорить о том, что детей нужно вовлекать в полезную деятельность. Вопрос в том, что как можно ее организовать. Ощущение себя одиноким. Ребенок чувствует одиноким, поэтому
здесь уже можно его вовлекать в семейные дела. У нас очень часто ребенок просит что-то делать, его мама с папой выгоняют, говорят: уйди, не мешай, просыпешь, сломаешь, ударишь и так далее. Ребенок уходит, надо ему чем-то заняться, а в следующий раз, когда его попросят сделать что-то, он уже, естественно, ответит негативно. Самореализовываться нужно ребенку, да и взрослым тоже. То есть позитивная самореализация должна быть. Это творчество, это спорт, это обучение, различные кружки, то есть любая деятельность, возможно, участие в конкурсах. Ребенок, может быть, участвовать хочет в каком-то конкурсе или в танцевальном кружке, но об этом или стесняется, или просто не говорит с родителями. Поэтому предлагаем позитивную самореализацию, то есть с успехом, с чувства успеха, а не с тем успехом, когда ребенок при определенных негативных действиях, с ним что-нибудь случится, загремит по какой-нибудь статье или же причинит себе какие-нибудь действия негативного характера. Обсуждайте с ребенком, что нужно делать в сети, как пользоваться интернетом, как пользоваться гаджетами, сколько, время. Конечно же, резко все отобрать, спрятать, выкинуть, это приведет к определенным негативным последствиям. Поэтому нужно заранее формировать культуру пользования различными гаджетами. Обучайте ребенка, говорите, что происходит в сети интернет, какая опасность может быть, и что в случае каких-то опасностей ребенок, чтобы не стеснялся и не боялся разговаривать с людьми. Поэтому, опять же, 500 раз можем говорить, миллион раз обсуждать, но ребенок всегда копирует поведение родителей. Дети должны видеть. Дети не умеют слышать, дети видят. Поэтому ребенок всегда отражает поведение своих родителей. Конечно же, сформировать у ребенка осознанность своих действий – это сложный, долгий процесс. Не всегда взрослые могут это осуществить, но надо над этим работать. Работаем и над физическим развитием, и над интеллектуальным, эмоциональным, энергетическим, духовным. То есть мы развиваем в ребенке все. Поэтому, когда ребенок будет занят во всех сферах, и все сферы будут сформированы, конечно же, уже к деструктивному поведению его тянуть не будет. Хотя бы он будет осознавать это или делиться с вами какой-то информацией. Итак, давайте разбираться с информационной безопасностью непосредственно. Конечно же, должна быть всесторонняя защищенность. Это пароли, это различные системы доступа, это возможность безопасности находиться в интернете, то есть программное обеспечение, те же самые антивирусы, просто-напросто, чтобы предотвращать посещение различных сайтов с агрессивными программами. Не забывайте, пожалуйста, не забывайте о том, что ответственность родители несут не только за какое-то физическое, моральное, духовное состояние ребенка, но и за безопасность в интернете родители несут тоже ответственность. Поэтому, если мы бросаем ребенка на самопроизвол и руки интернета, там добрые люди всегда его найдут, примут и убедят в каких-то нормах своих, которые нежелательны для его поведения. Банальное соблюдение правил безопасности. На сайты не заходим определенные, пользуемся программами защиты. То есть понятно, что это ограниченность. Мы можем говорить о том, что это ограничение, что мы не пускаем куда-то и что-то. Ну да, а что тут поделать, если не пускать его в ребенка или подростка в данные группы, то это уже хоть какое-то маломальски будет ограничение. А если мы разрешим это все делать, кто его знает, что там будет на той стороне и не вовлекут ли его в различные деструктивные формы поведения. Очень часто родители просто дают ребенку телефон, гаджет,
ура, посидел, здорово, прекрасно. Можно не воспитывать, там ребенок все найдет, в интернете ведь столько всего полезного, там ведь мультики, там ведь развивашки и прочее, прочее, прочее. А что скрывается за ними, взрослые видеть, к сожалению, не хотят. Конечно же, вовлекать ребенка в интернет-пространство, в использование различных ресурсов тоже нужно с умом. Очень мало кто знает, что есть определенные ограничения по возрасту для определенных мессенджеров, социальных сетей, файлообменников и так далее. Поэтому у нас уже дети с раннего возраста, с младшего школьного, у нас с успехом регистрируются, общаются и ведут свои социальные страницы, снимают видео в различных на различных платформах и пытаются походить на их кумиров современных. Очень частая проблема – это зависимость от различных девайсов или гаджетов. У ребенка возникает уже аддиктивное поведение, то есть он просто становится зависимым. Как алкоголик, как наркоман, как курильщик. Это похожая форма, даже не похожая, это такая же форма зависимости. Ребенка ломает, и он истерит, устраивает концерты, потому что ему нужно пользоваться гаджетом. Если у ребенка будет альтернативная какая-то занятость, то мы уже можем избежать, потому что ребенок видит, что есть дела другие, существуют различные интересные задачи, дела и в реальном мире. Конечно же, надо еще быть в курсе деструктивных субкультур. Это очень трудно. Конечно, это у нас остается только на уровне определенных специалистов. То есть кто занимается, тот понимает, что такое деструктивная субкультура. Если в определенные года, ну, в те же самые взять 90-е, нулевые, мы видели эти субкультуры на улице, они выглядели определенным образом. То есть люди примерно себе представляли, ага, у этого зеленые волосы, он такой-то. Этот носит черную кожу, он такой-то. Этот ходит в спортивках с туфлями, это такие-то ребята. И это было, в принципе, все на виду, все на глазах. Но на сегодняшний день субкультуры перешли в сеть интернет. И вы не всегда можете определить, что ребенок принадлежит или участвует в деятельности определенных субкультур. Он выглядит как обычный человек, он одевается как обычно, у него нет никакой символики и так далее. Если даже и есть эта символика, то взрослые, те же самые психологи, педагоги и преподаватели, и родители не понимают, что носит их ребенок и что обозначает данная символика. Поэтому субкультуры тоже эволюционировали. Казалось бы, что их уже не существует на сегодняшний день. Нет, они существуют. У них есть определенные ценности, определенная норма поведения, форма поведения. И не всегда эти субкультуры являются положительно направленными. Конечно же, использование гаджетов должно быть, как правило, в семье. Сколько по времени, когда это можно делать. Очень часто ребенок сидит до ночи в интернете, потому что излучение из монитора раздражает зрительный анализатор, и ребенок уже не спит. Может сидеть сутками, они бывают не спят целыми днями, очень часто. Поэтому обучаем, что, допустим, час до сна находиться офлайн, то есть не использовать. И взрослых это тоже касается, что за час до сна мы просто отключаем телефон, отключаем мониторы и просто можно полежать, почитать книжку, я не знаю, заняться каким-то делом, но находиться именно офлайн. Вот обратите внимание, на данном слайде представлены примеры, как я уже сказал выше, время, точнее возраст, с которого человек может посещать определенные социальные сети или мессенджеры.
Если вы заглянете в телефоны детей и подростков, то практически большая часть этих значков у нас может наблюдаться на рабочих столах детей. Поэтому можете посмотреть, как они выглядят, и обратить на них внимание. Итак, конечно же, чтобы ребенок осознал или же подросток осознал, как пользоваться, или же знать правила безопасности в интернете, это пройдет время. Это трудные задачи взрослого. Действительно, это долгое время, это трудная задача. Нельзя раз, и ребенок все усвоил. Конечно же, так не получится. Это долгий труд, долгая задача. Родителям придется контролировать, вводить определенные программы в виде родительского контроля и так далее, обсуждать правила различные. Ну, собственно говоря, мы это уже проговорили выше. И главное объяснить ребенку, что любые действия, лайки, посты, картиночки, изображения, видео, все, что выложено в интернет, оттуда не исчезает. То есть, если мы думаем, что мы почистили облако, почистили социальную сеть, почистили какие-то мессенджеры, то все исчезло. На самом деле нет. По цифровому следу все можно очень легко восстановить и использовать в каких-то целях. Ну, как правило, это используется в негативных целях определенными группами людей. Опять же, да, у ребенка должно быть сформировано правовое мышление, чтобы он понимал ответственность за определенное поведение и осознавал, что определенные группы втягивают его именно в негативные и даже в поведение, которое влечет за собой определенную ответственность, дай бог административную, а то и уголовную. Поэтому объясняем, что нельзя так делать, что это будет наказано по закону, потому что это противоправные действия. Поэтому мы должны предупредить его действия, а уже не разбираться, как у нас очень часто происходит, да, что мы анализируем, к сожалению, очень часто по ошибкам, которые уже случились. То есть мы наступаем на грабли и решаем вопрос. Но никто не думает, что эти грабли можно убрать из-под ног и благополучно пройти без различных инцидентов. Так как у нас безопасность является одной из потребностей человека, поэтому безопасность – это норма жизни. Каждый человек хочет жить в безопасности, и поэтому это как часть развития психики должна, конечно же, быть актуализирована. Мы говорим про безопасность на дороге, мы говорим про безопасность в период каникул, мы говорим про безопасность на воде, на водных объектах. Но почему-то никто не говорит про безопасность в сети интернет, потому что, еще раз повторяю, почему-то у большинства людей складывается мнение, а что там такого? Ну, что там такого, да что там такого, я вам рассказал до этого, что там такого творится. И это ведь далеко не шутки, это ведь действительно проблема, которая существует на сегодняшний день, которую многие ведь не хотят видеть. Родители не интересуются, чем занимается их ребенок. Банально не знает его интересы. Спросите, какую музыку, какие игры играет, какие фильмы смотрит, друзья какие-то или же какие группы посещает. Интерес. Спросите у родителей, большинство не ответят. Поэтому всегда нужно интересоваться, почему ребенок интересуется данной информацией. Поймите, не всегда, если ребенок находится в группе, которая содержит там определенные изображения, это еще не значит, что ребенок вовлечен в какой-то деструктив, нужно поднимать панику, кричать, ай-яй-яй, закройте группу и прочее, прочее. Просто нужно поинтересоваться, почему же хотя бы для
начала, почему же он состоит в данных группах, изучает данную информацию и чем же она его привлекает. Итак, теперь поговорим непосредственно о детях с уникальным развитием. Конечно же, положительные стороны использования компьютера, интернета, социальных сетей, конечно же, внесли огромный вклад. Это и инструмент для общения, это инструмент для обучения, это инструмент для различной какой-то самозанятости. Сейчас в интернете огромное количество видеороликов, файлов, книг и прочее, что позволяют изучать информацию, повышать свой уровень интереса. И это же, конечно же, хорошо. Плюс, конечно же, получение быстрой информации. Не всегда у нас дети с определенными ограничениями здоровья могут получать информацию в учебных заведениях. И поэтому и социальные сети, и интернет могут быстро предоставить необходимую информацию для обучения. Но не забывайте, никакой интернет не заменит живого обучения. Конечно же, мы говорим о социализации через интернет. О какой социализации через интернет мы можем говорить, если мы не видим людей по ту сторону экрана? То есть это не живое, фрагментарное, частичное общение, оно без эмоций, оно без представления поведения другого человека. То есть вы сидите просто в монитор и не видите, что происходит на другом конце провода. Теперь, не хотелось бы, все-таки позитива хочется внести, и так много негатива вокруг, но все же отрицательные стороны использования интернета, социальных сетей и прочего. Очень часто дети находятся бесконтрольно в социальных сетях. Родители посадили такого ребенка, пусть он там, ради бога, занимается, сам себе что-то делает и сам себе что-то находит. Помним, что определенные элементы психики у таких детей сформированы не до конца или не в полном объеме, поэтому не всегда мы знаем, то есть чем закончится это использование сети интернет. Так как ребенку сложно не адаптироваться в реальной жизни, ребенок может сбегать в виртуальный мир, ведь там удобней, там легче общаться. Там можно забыть о каких-то окружающих проблемах, об обязанностях, что нужно что-то делать. Там всегда тебе ответят, там всегда есть друзья, которых так трудно найти в реальном мире. И определенные еще формы поведения. Не осудят тебя в интернете за определенные действия. Никто не знает, что ты делаешь там в свободное время. То есть там могут быть огромная куча друзей, которые всегда будут ему рады. Время проводить в интернете, времяпрепровождение в интернете, это же так здорово и так весело. Не надо ничем заниматься. Не надо выходить на улицу и налаживать новые контакты. Не надо чему-то учиться, осваивать какой-то навык, переступать через себя, идти вперед, как говорится, через тернии к звездам. Нет, зачем? Мы включаем сеть интернет, и там все здорово, там все хорошо, а как следствие у нас вырабатывается зависимость. То есть ребенок получает постоянно дозу позитива и уже думает, а там-то здорово, волевой компонент не всегда сформирован, определенные психические показатели не всегда сформированы, не до конца или вообще не сформированы. И поэтому ребенок очень быстро, такой у нас с уникальным развитием, формирует зависимость к данному времяпрепровождению. И непосредственно вред самому здоровью. Представляете, ребенок с нарушением опорно-двигательного аппарата, и мы еще сидим целый день за компьютером. У нас у взрослых людей
осанка нарушается. Сейчас очень многие бьют тревогу, что из-за использования гаджетов и компьютеров осанка у людей очень сильно нарушена. Стресс. Постоянная информация, постоянный объем информации, с которой ребенок такой не всегда может справиться. Да и взрослые не всегда могут справиться с данной информацией. Плюс еще не забывайте, что в интернете ведь есть люди агрессивные и злые. Они ведь могут писать всякую дрянь, всякую гадость. Это вызывает определенный стресс. То есть не все могут понимать, что это люди пишут некоторые от нечего делать. Зрение. Понятно, что период моргания глаза, время моргания увеличивается, поэтому глаза начинают сохнуть за постоянным использованием интернета, компьютера и любых гаджетов, извините. Естественно, зависимость. Про зависимость мы уже с вами говорили. Так как отсутствует волевой компонент, очень быстро развивается зависимость. Заболевания рук. Что с заболеваниями рук? Когда вы держите мышку, я вам сейчас покажу. Вы когда держите мышку, она находится, рука, кисть, в положении очень неудобном. При этом она пережимает определенные нервы. И поэтому может возникать заболевание кистей. Что, кстати, очень часто и происходит у людей, которые постоянно в своей профессии или в жизни используют гаджеты, ну, в частности, мышки. То есть это не совсем правильное положение для кистей рук. Ну и излучение, да, конечно же, электромагнитное излучение, которое находится вокруг компьютера, тоже не совсем, скажем так, полезно влияет на здоровье окружающих. Итак, психолого-педагогические характеристики детей с уникальным развитием, то есть с ОВЗ и инвалидностью. Первое. Низкий уровень развития восприятия. Переработка информации осуществляется слабо. Недостаточно знаний об окружающем мире. Дети не всегда понимают, что виртуальный мир – это не реальный мир, это часть нашей жизни. Но так как не всегда сформировано вот это общее представление об окружающем мире, очень часто дети, скажем так, залипают в пространство виртуальное, потому что там они чувствуют себя намного комфортнее. Внимание неустойчиво рассеянное. Дети с трудом переключаются. Опять же, в интернете все весело, здорово, формируется зависимость, и уже детей сложно вытащить из данного состояния, то есть из зависимости. Самоконтроль отсутствует. Такие дети не всегда могут контролировать времяпрепровождения и срок нахождения в сети интернет. Ответственность не развита. Ну, у нас и у взрослых иногда не развита ответственность. Вот. И снижен интерес к учению. То есть зачем долго сидеть, чему-то учиться, когда можно зайти в интернет и быстро получить информацию. И это очень быстро складывается в голове, как рефлекс. И быстренько у нас формируется новый навык. Ой, я зайду в интернет, там очень все быстро и доступно мне расскажут. Память ограничена в объеме. Кратковременная память. Сейчас у людей, у множества людей развито клиповое мышление. Коротко посмотрели, все, посмеялись, обсудили, отфиксировали, забыли, выкинули в ведро с мусором. Поэтому очень часто таким детям в интернете, естественно, в основном в интернете подается информация коротко, мелко, сжато. И, конечно же, как следствие, это же очень удобно. Коротко, ясно, всем все понятно. Ну и, конечно же, преобладание мышления наглядного над словесным. Очень часто информация в интернете представлена в виде картинок с подписью. Проще увидеть картинку, осознать цвет, происходящее на картинке и понимать, что там происходит, чем читать ту же самую информацию. Поэтому такие дети очень быстро вовлекаются в зависимость пользования интернетом, потому что картиночки яркие, свежие, классные. Как уже говорилось, да, у детей с уникальным развитием снижена познавательная активность. И поэтому проще же посидеть в интернете.
отмечается замедленный темп переработки информации, и это, как следствие, может быть стрессом, потому что в интернете информация льется потоками каждую секунду. Вы каждый час, да какой каждый час, каждую минуту, каждую секунду можете наблюдать смену информации, новостей. Они могут быть абсолютно противоположными. Не сформирована общая картинка об окружающем мире. Ну и, конечно же, мышление, да, наглядно, действенно. Посмотрели, сделали, повторили. Поэтому дети очень быстренько вовлекаются в щелканье мышкой, просмотр компьютера, да, и это очень удобненько. Следующее. Снижена потребность к общению со сверстниками, ну, из определенных, да, скажем так, ограничений здоровья, и снижена потребность общения и с детьми, и вообще со сверстниками, и со взрослыми. А это же удобно. Сел за гаджет, и там можно с кем угодно пообщаться. Да? Сюжеты игровые очень простые. Я уже говорил, что интернет дает очень краткую информацию, очень сжатую, очень быструю, лаконичную. И поэтому социальные роли в реальной жизни, как правило, у таких детей бедные. А в интернете вы можете быть кем угодно. Компьютерные игры, социальные сети, вы можете создать себе любой образ. Это очень удобно, это очень ярко. Вы заходите, и там вы супергерой. Некоторые дети имеют нарушение речевых функций. Конечно же, это тоже приводит к определенным ограничениям в общении с мире. А в интернете даже ведь можно писать и с ошибками, и на это никто не обращает внимания. Как следствие, это очень тоже привлекательно и притягательно. Работоспособность снижена. Опять же, не забываем, да, что в интернете это клиповость, это короткость информации, и поэтому перерабатывать большое количество, большой поток информации уже не надо. Зашел, ткнул, посмотрел, почитал, все коротко донесли, здорово. То есть глубоко изучать что-то не надо. Ну и как следствие при большом количестве информации возникает истощение и психики, и нервной системы. Как следствие могут возникать различные истерики, скандалы, концерты дома, да, потому что ребенок перевозбуждается от такого большого потока информации. Ну и, конечно же, несформированность произвольного поведения, расторможенность вовлечений. То есть, если ребенок с таким развитием уникальным вовлекся в данную среду, то вытаскивать его оттуда достаточно трудно, потому что снижается мотивация к действиям в реальном мире и возникает очень быстро зависимость. Вот такой у нас сегодня был вебинар. Конечно же, рассказать по этому поводу хочется очень много и еще больше по каждому пункту. Это времени займет, конечно же, очень много. Если кого-то интересуют подробности или же какая-то информация на более конкретную тему или консультирование, вы можете обратиться в наш центр. Центр, информация по нему представлена у вас на слайде. Консультации, различные проведения семинаров для родителей, для психологов, вот, ну и консультация для педагогов. Естественно, консультация. То есть мы можем провести это все в очной форме, дистанционно, ну и организовать какое-то мероприятие, ну, естественно, в силу наших возможностей и осведомленности и компетенции. Поэтому спасибо за внимание. Если что-то будет интересовать, если будут какие-то вопросы, можете обращаться. Все, всем спасибо, всем хорошего дня. Я думаю, что информация вам будет полезной, потому что она очень актуальная, но, к сожалению, над ней еще работать и работать. Всем спасибо, всем хорошего дня еще раз и до свидания.